Здравствуйте, меня зовут Данил Волош, я расскажу вам про аргумент. Аргумент – это базовая единица в любом споре, такой базовый кирпичик, из которого мы строим стену, или лучше сказать, там, здание собственной позиции. Аргумент имеет внутреннюю структуру, состоит из тезиса, объяснения и, если хотите, то и поддержки. Тезис. Когда мы говорим о тезисе, это некое заявление о желательном положении дел в будущем, в статусе future, о определенном последствии, которые мы хотим получить. Например, в теме «Эта палата даст дополнительный голос людям за чертой бедности» примером тезисов может быть мы сделаем так, чтобы граждане за чертой бедности были более политически активными. Или мы сделаем так, что система политическая будет лучше реагировать на проблемы людей за чертой бедности. Это те тезисы, которые мы можем потом отстаивать. Вторая часть – это объяснение. Объяснение – это некое разъяснение обстоятельств, которое показывает нам, судьям и другим командам, что то последствие, которое мы объявили в тезисе, в заголовке нашего аргумента, действительно вероятно произойдет. Например, доказывая второй тезис, который я уже рассказал вам про то, что политическая система будет лучше реагировать на проблемы бедности, объяснением может служить то, что политики, которые хотят получить власть или переизбраться, будут в большей степени ориентироваться на бедное население, потому что знают, что там они могут получить большее количество голосов, поэтому политики будут ориентироваться, включать в свои программы, в свои обещания больше пунктов, которые касаются бедного населения. Именно это объяснение, которое дает нам понять, почему вероятно в будущем действительно наступит то изменение, которое мы объявили в тезисе. Третьим элементом структуры аргумента является поддержка. Поддержка – это некие факты или примеры, которые иллюстрируют логику объяснения. Например, иллюстрируя ту логику, которую мы уже привели, можно привести примеры мест, где компактно проживают представители определенных групп, и там политики вынуждены включать в свои пункты программы определенные пункты, которые удовлетворяют этих людей. Например, амиши, мормоны в штате Юта и так далее. Таким образом, мы иллюстрируем логику, по которой мы объясняли, что политики действительно заинтересованы в определенных случаях идти навстречу тем группам, от которых они зависят, от выбора которых они зависят. И чем больше они зависят, тем больше они будут навстречу. Однако, даже если мы поработали хорошо и доказали, что определенное последствие наступит, объявили его в тезисе, объяснили, как именно оно наступит в объяснении, и даже подкрепили его определенной поддержкой в виде примера, этого все равно недостаточно, потому что у аргумента есть еще и важность. И важность тоже требует разъяснений и доказательства. Важно не забывать про важность, потому что последствия, которые мы доказывали, не всегда очевидно хорошо или плохо, если мы за оппозицию. Например, в первом тезисе, который мы приводили, иллюстрируя, что могут быть разные тезисы, мы говорим о том, что граждане с чертой бедности будут более политически активными. Даже если мы хорошо поработали и доказали, объяснили, почему, если граждане с чертой бедности получат еще дополнительный голос, они станут более политически активными, даже если мы хорошо поработали, не всегда понятно и не совсем ясно, почему это хорошо и почему это достаточное основание для принятия законопроекта. И нам придется еще поработать, еще доказывать, приводить еще тезисы, которые бы доказывали, почему это достаточное основание для принятия законопроекта. Почему мы, как лицо, принимающее решение, в данном случае государство, почему для нас важно сделать определенные группы населения более политически активными. Нам придется поработать. Не забывайте про важность. Мы поговорили с вами о внутренней структуре аргумента, что нужно учесть, когда мы его формируем, когда мы его придумываем и так далее. Сейчас мы говорим о требованиях к аргументу, о внешних требованиях, о тех требованиях, по которым судья будет оценивать ваш аргумент, ну и, конечно, ваши оппоненты, которые будут стараться его разрушить. Таких требований 4. И первый, наиболее важный, на мой взгляд, это релевантность. Что значит релевантность? Это значит, что аргумент, который вы приводите, должен доказывать необходимость принятия именно этой резолюции, а не какой-нибудь другой. Для примера, та резолюция, которую мы берем в качестве примера сегодня,
Если вы в своих аргументах доказываете, что в принципе хорошо, когда мы мотивируем людей приходить на выборы, давая им какие-то дополнительные возможности реализовать свой голос, давая им дополнительные голоса, например. И в принципе это было бы неплохо, если бы большее количество людей приходило на выборы. Этот аргумент хороший, но не для этой темы, потому что в этой теме указана определенная группа, на которую мы хотим воздействовать. И ваши аргументы должны тоже касаться именно той группы, на которую воздействует законопроект. В данном случае граждан с чертой бедности. Второе требование, не менее важное, это требование к доказанности. Аргумент должен быть достаточно доказан. Это значит, что объяснение, о котором мы говорили в структуре аргумента, должно быть достаточно убедительным. Должны быть приведены некоторые обстоятельства и некоторые причины, почему действительно вероятно наступление того последствия, которое мы хотим получить. И доказательство должно быть настолько подробным, насколько это в принципе возможно. Третье требование к аргументу – это требование к важности. Аргумент должен быть достаточно важным. И обратите внимание, что не все аргументы важны сами по себе. В некоторых случаях вам придется доказывать важность отдельно. Например, в случае, если вы доказываете, что в каком-нибудь законопроекте доказываете аргумент о том, что снизится количество преступлений, то, наверное, достаточно очевидно, что это уже достаточно хорошая причина для того, чтобы принимать законопроект, и аргумент, в принципе, достаточно важный. Однако в множестве случаев это не так очевидно. Последствия, которые вы доказываете, не так очевидны. Да? Большая политическая активность, большая справедливость в некотором отношении, в некотором распределении прав. И тогда вам придется поработать, доказать, почему мы как государство или мы как лицо, принимающее решения, если игра идет не от государства, почему именно эти доводы мы должны принять во внимание в первую очередь. И, конечно, ваши аргументы должны быть важными, и чем более важными они будут, тем лучше для вас. Последнее требование к аргументу – это требование к верности. Когда речь идет о верности, речь идет о определенных посылках или фактах, которые лежат в основе ваших умозаключений, и они должны быть верны. Фактологически они должны быть верны. В качестве примера приведу один случай, с которым я столкнулся. Играли тему о запрете разведения породистых домашних животных, например, собак, кошек и так далее. И команда, которая выступала за оппозицию, основывала свои аргументы на том, что большинство пород собак нужны нам функционально. Например, таксы нужны, чтобы охотиться на лис, сенбернары нужны, чтобы в альпийских горах искать под завалами снега людей, которые там потерялись. И поэтому, если мы перестанем селекционировать эти породы, мы потеряем эти важные породы, которые нужны нам функционально для решения задач. И в принципе аргумент выглядит очень логично и проработанно. Однако посылка, которая находится в его основании, просто неверна. Это просто не так. На самом деле большинство пород собак, которые мы используем сейчас, уже не имеют функциональности, уже никто не охотится с таксами на лис. Да? И поэтому мы, как судьи, которые будут оценивать этот аргумент, поймут, что требование к верности здесь не удовлетворено. Поэтому не примут во внимание этот аргумент, несмотря на то, что команды хорошо поработали с его доказательством. Так что будьте внимательны и не старайтесь обманывать ни своих оппонентов, ни судей.